2020 год. Абхазия. Верное отключение электричества. Рейды по майнинг-фермам и жизнь без света в холод. Именно в этот период в Сухум приезжает тогда еще студент, режиссер петербургской мастерской Александра Сакурова Андрей Натацинский. Андрей приезжает по приглашению своей подруги Нины Начкебия-Ешсау. Когда он доезжает до центра города, по графику отключается свет. По сути, так и родилась идея фильма. Приехал я в 7 вечера на центральный вокзал, на маршрутке с границы. И сначала мне показалось, что какая-то ошибка, что это не может быть центр города, потому что все было темно. Я просто ничего не видел. Там буквально горели только фары машин. Вот. И меня встретила Нина, оказалось, что нет, все верно, все так оно и есть. Но мне стало интересно, собственно, что происходит. Довольно быстро мне рассказали всю историю, связанную с майнингом. И меня это поразило. Я совершенно был не в курсе, что это вообще за феномен, что это за явление. Вот. И, в общем, моментально понял, когда уже рассвело утром, я посмотрел город, я понял, что надо снимать кино. И через 2 или 3 дня уже приехал оператор, и мы начали, в общем, такой интуитивный поиск темы, материала. Интуитивный поиск привел к большой киноэкспедиции. Документалисты объехали почти всю республику, спускались с турбины Залын-Гургэс, поднимались на озеро Рица, исследовали Акармару, Новый Афон и, конечно, Сухум. Все герои – жители нашей страны. От водителя троллейбуса, который вообще не понимает, что такое криптовалюта, до непосредственно майнера. Я совершенно случайно встретил человека на улицах, в пределах города, да, который согласился, причем не скрывая своего голоса, он не просил менять его, поговорить смело и напрямую о проблемах. И он хотел тоже донести свою правду. И он, на самом деле, я благодарен ему за то, что он был до конца со мной честен, потому что он не то чтобы защищал себя и свой выбор, потому что он был, конечно, это всегда очень спорный здесь вопрос, многие по-разному к нему относятся, но он оказался очень удивительно, на самом деле, тонким и умным человеком. И, конечно, меня к себе расположил. В фильме, когда он появляется его голос, фигура майнера практически мифическая уже становится. Она как бы заполняет умы людей, фантазии, мечты. Кто-то ненавидит, кто-то, может быть, мечтал бы, если бы это не было запрещено, но явно это была такая центральная фигура, такой герой времени, который не может не вызывать каких-то вопросов, это не может не вызывать споры вокруг этого. На одной зарплате, скажем, выжить очень трудно. Мы не хотим выживать, мы хотим жить. Рано или поздно это не вечное. Мы это прекрасно понимали. И поэтому мы бы хотели быстрее всех в нашей стране этим заняться и получить свое. Каждое утро я просыпался, там уведомление, да, посмотрел 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей я получаю каждое утро. Встаю уже в априори с отличнейшим настроением, потому что у меня в кармане как минимум 10 тысяч рублей. Подобно тому, как фигура майнера, герой нашего времени, сам «Край ночи» Андрея Натацинского – документ нашего времени. Это тонкая, вдумчивая и по-настоящему живописная работа, где каждый кадр по отдельности – талантливое и умное фото. А все вместе – фильм, где каждый, кто зимовал в Абхазии, может найти и узнать свои будни и чувства. И свою роль я отчасти вижу в том, чтобы приглашать художников, которые могли бы снимать, говорить об Абхазии не только изнутри, но и взгляд со стороны, мне кажется, нам очень нужен. Поэтому, когда я сама увидела, что происходит у нас тут с всплеском добычи криптовалюты, я всем своим друзьям, которые имеют отношение к кино, к документальному кино, всем друзьям предлагала приехать и снять фильм. Я сама кино не занимаюсь. И вот приехал Андрей. Я, естественно, ему сразу начала наговаривать, шептать на ухо, что Андрей, здесь такое происходит. И его это вдохновило, надо сказать. И таким образом
таким образом родился фильм. Потом, конечно, Андрею была дарована полностью абсолютная творческая свобода, и он уже снимал, как он видит, как он хочет. Но моя роль была в том, чтобы об Абхазии говорили. Именно со стороны, в том числе со стороны. Какую зиму подряд жители нашей страны оказываются перед моральным выбором, связанным с майнингом? Майнеров призывают жить по совести, в то время как сами майнеры хотят жить в первую очередь хорошо. И если честно, всех можно понять. Именно это и делает в «Крае ночи» Андрей Натацинский. Понимает каждого. Человек выживает как может. Просто это обостряет связи, которые казались незыблемыми ранее, да? То есть некоторое единство, которое было, как я могу судить, да, достигнуто в послевоенное время, оно не то чтобы было подставлено под вопрос. Понимаете, я когда вот так рассуждаю, не то чтобы я на это имею какое-то право моральное, да, со стороны. Я хочу сказать, что я здесь лишь путешественник, и в фильме я как тот, кто пришел, увидел и рассказал свое мнение. Я ни в коем случае не эксперт в майнинге, я не могу судить о внутренней политике страны, да, я могу художественным образом попробовать рассказать правду в том виде, в котором я ее увидел. Я думаю, что «Край ночи» в первую очередь это художественное высказывание. И оно, конечно, не претендует на универсальность. В одном фильме вообще сложно выразить и показать всю реальность со всех сторон, какая она есть. Это определенный взгляд, определенная призма, и я думаю, что она, конечно, имеет право на существование. Премьера «Края ночи» прошла в Москве на площадке ГЭС-2 в рамках фестиваля «Бит Фильм Фестивал». В прошлом году фильм также был показан в онлайн-программе «Арт-Док-Феста», а 11 апреля «Край ночи» презентовали на культурной площадке «Склад» в Сухуме. И мы к этому показу шли очень давно. Мы несколько раз откладывали по разным причинам. Казалось, что сейчас не лучшее время, чтобы показывать такой фильм об Абхазии, что мы можем задеть кого-то, что мы можем, возможно, вызвать не самую доброжелательную дискуссию. И, честно признаться, я волновалась. Но в итоге это, конечно, большая радость для меня, что единомышленников оказалось больше, чем я предполагала. Мне кажется, что фильм приняли, и что поняли главный посыл фильма это вера в человека, и на самом деле это не приговор и не обличение. Важно сказать, что в фильме использованы редкие архивные кадры Абхазии. Их режиссер получил из Российского госархива кинофотодокументов. Фильм создан при поддержке Мимезис Продакшн и пока недоступен для свободного просмотра. Элеонора Гилаян, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ.